Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вновь приветствовать вас на канале Гид по Грозному. Искренне благодарен вам за внимание, уделяемому каналу, и за вашу активность в виде лайков и репостов. Вчера, 5 декабря, я посетил интереснейшее собрание, подробную информацию о коем вы сейчас видите на своих экранах. Мною подготовлен видеоматериал, снятый на полях данного мероприятия, который я с удовольствием представляю вам для ознакомления. Приятного просмотра! Всех наших достойнейших предков, а также потомкам, что идут им вослед. Дахор Алви Ахмедгереевич, автор книги «Исторический очерк. Чеченцы против армии Амира Тимура. Некоторые сражения на равнине Тумской Мох и Зумсое». Каждому из вас, из приглашенных участников, преподавателям, студентам, всему коллективу факультета, Чеченского государственного университета за выступление инициатора проведения данного форума. Это очень благородное, хорошее мероприятие. Я надеюсь, так оно у нас на этом ключе и пройдет. События разворачиваются в конце XIV века. Это период нашествия армии Хромого Тимура на Северный Кавказ, в частности, на современную территорию Чеченской Республики. А до этого экскурс нам показывает, что это поселение, люди, которые там живут, население данного эконима, они жили там еще в период Аланского государства, ранее период данного Аланского государства. Потому что здесь приводится, кстати, у нас будет выступать краевед, этнонимика. Вот он там должен об этом сказать, я надеюсь. Тут, упоминается Алания, упоминается Золотоордынское государство, это уже монголо-татары, как они, там, в общем-то, соприкоснулись, как они ужились, какие они нашли между собой компромиссы. Вот так дается очень краткий экскурс в эту историю. Поэтому мы можем из этого исходить, что описываемые события начинаются, по крайней мере, с XI-XII века. Охват. Тот человек, который возглавил реконкисту на плоскость с горных ущелий. Вот после отхода, ухода на тот свет в 1405 году Хромого Тимура. Не просто так, это не мирная реконкиста была. Надо было бороться, вот люди скажут, за каждый, как говорится, за каждую пять. Надо было бороться. Потому благодарю всех. Если будут вопросы, я здесь на месте. Очень интересно было вас слушать. Носители таких названий общества. К категорию относится понятие цель-йо, отражающее функциональный статус. Сегодняшний день для нас в первую очередь огромный. Без изучения местности он не этнограф. Это я уже понял. Тебе 1000 раз я буду рассказывать, но один раз ты меня поведи на это место, я тебе 100 новых расскажу, почему это место вот так, вот дальше. Обзор цейчу, хашцаль, цакьет хатина, мукдичи, он эллацина, айн. Понимаешь, аоми айн, он эллацина. Ам это же озеро, и потом айн. Знаешь, когда-то было озеро. Тоже начал исследовать. В этом селе я начал исследовать потом гектары. Оказалось, действительно, когда-то было озеро, и там поселение было первое в этом селе. Интересная деталь. Да. То есть Это самый важный момент, что он вот этим ты докажешь, вот что он говорит. Багаев сказал, что это там какой-то аланский туда, если там автохтонные. Этим ты докажешь, что это автохтоны, потому что на чеченском языке топонимика там идет. Это уже доказательство автохтонности. Наши предки назвали его Дейлмастер.
Потому что такого урона чеченскому народу ни один народ и никакая цивилизация и никакое общество не сделало никогда. То, что сделал этот человек. Вот оставь тему. Я хочу сказать о самом авторе, прежде всего, как о личности. Кем бы человек ни был, там, пусть он хоть Нобелевский лауреат, академик, доктор, профессор, но в первую очередь человека характеризует его человечность, одно, его порядочность. Есть и в стране, и в мире, и у нас есть ученые, которые и краеведы, и писатели, нравственный облик которых не соответствует той дороге, которую они выбрали. Потому что это элита общества, и на них равняется молодежь. И они должны себя вести, соответствовать нравственным канонам нашего народа. Иначе то, что он говорит, это особо и не воспринимается, особенно молодежью. Поэтому я в первую очередь хочу подчеркнуть его порядочность, его, если как ученого, его целеустремленность, потому что всем известно, что особых таких материальных благ стезя ученого не сулит. Вот. И люди, которые выбрали эту стезю, это действительно, особенно историческую науку, это люди, которые преданы своему народу, переживают за его прошлое, за его будущее и стремятся внести какую-то свою лепту для того, чтобы донести до молодежи, для будущих поколений подлинную, объективную историю нашего народа. И сегодня наша история, она терзаема, со всех сторон терзаема. Кто-то, что буквально, сейчас я была, совет при главе нашей республики, совет по культуре, поэтому чуть-чуть задержалась. Вот. Мы говорили о нашей музыкальной культуре, и оказывается, это просто какое-то сплошное бедствие, насколько разворовывают не то что современные наши песни, а наш фольклор музыкальный. Нас обкрадывают, потому что нашим фольклором восхищался великий Толстой и так далее. Они дали должную оценку, то есть и Далгат, Башир Далгат. Не примитивный у нас фольклор был, очень даже богатый фольклор был. Вот. И когда его на глаза разворовывают, конечно, нам это обидно. Поэтому, если кто-то болеет за культуру нашего народа, за историю, делает и становится не только исследователем, но и становится на страже нашей национальной культуры, нашей отечественной истории, я считаю, это своего рода подвижники и даже в некоторой степени они герои. Потому что это нелегкая стезя, очень много требует от человека. А в данном случае личность такая, мы еще много чего от него. Я вижу его потенциал. Он и фольклор собирает, и историей занимается, и топонимией занимается, и прозу пишет, и поэзию пишет. То есть это разносторонне одаренная личность, который хочет полностью себя реализовать, а чтобы это сделать, конечно, это нужны большие усилия, надо на это время тратить, где-то обкрадывать себя в плане досуга, там, развлечения, общения с родней и так далее. То есть он какую-то жертву этому приносит. Поэтому надо отдать ему должное. Да, это было. Да, когда ты нашизовывали Приветственное письмо, которое нам прислало представительство главы Чеченской Республики в Южном федеральном округе, придавая огромное значение работе нашего круглого стола. 5 декабря текущего 2024 года, согласно поступившего к нам сообщения, в рамках Чеченского государственного педагогического университета проводится круглый стол по теме «Летопись времени. История и современность». Главным предметом обсуждения этого научного форума заявлен исторический очерк «Чеченцы против армии Амира Тимура. Некоторые сражения на равнине Тумсой-Мох и Зумсое», изданного в печати в 1924 году под авторством чеченского историка-исследователя Альви Абдулевича Дахо. Кроме этого,
В ходе этого мероприятия будут представлены и художественные работы известного художника-сюрреалиста и абстракциониста Абу Пашаева, написанные им по мотивам чеченской рукописи Жахотан Тепта. От представительства главы Чеченской Республики в Южном федеральном округе и от себя лично хочу пожелать всем участникам названного научного мероприятия успешной работы и выразить слова благодарности за ваш неоценимый вклад в развитие исторической науки, в культурное наследие чеченского народа. С уважением и добрыми пожеланиями руководитель представительства Магомед Ширванович Барзаев. Также поступило еще письмо поздравительное, напутственное от Совета старейшин чеченцев и ингушей города Волгограда. Также представительство Ставропольского края Ибрагим Хаидов тоже послать слова Маша, да, это также Волгоград, Бердский Гольба. И хочет вас видеть тоже в Ставропольском крае, чтобы такой круглый провести на отдельный камень, чтобы и историю, и как-то поучительно для молодежи был такой вечер. Хорошо, это надо будет обсудить, это другая процедура для резкой. Так, Вот эта информация, которая идет, вот как говорили, камни, да, вытесывали, а вы знаете, в камнях они вытесывали информацию, которую они очень надеялись, что она не потеряется. Почему в камнях оставляли вот эти, на определенных участках зданий или сооружений, ну, архитектурных наших зданий, башенных комплексов, они оставляли. Без Амина, без Абу наша работа бы не состоялась. Чтобы общество знало, чтобы люди знали. Значит, колоссальный вклад в нашу работу несли вот эти два человека. Он синтезирован полностью с визуализацией, творческой, художественной визуализацией, с которой прекрасно, на высочайшем сюрреалистическом, абстракционистском уровне справился. Он просто даже предугадывал некоторые тексты. Его ответственность и как он работает, вот если ему это нужно сделать, он может здесь даже заночевать делать. Вот, поэтому он действительно трудился, он всех нас задергал, замучил. Иди посмотри, вот этот цвет здесь подходит или не подходит, а ты как думаешь, а ну-ка своим взглядом посмотри. И элиту, и меня он постоянно дергал. Вот, поэтому картины удались, как мне кажется. Сюда он вложил всю душу. Ну и вы сами, Абу Шаранович, немножечко расскажите об этом. Это 86-й год. У меня был преподаватель Мишин Олег Павлович. И он меня повел в наш союз художников. Тогда там такая атмосфера была своеобразная. И я написал работу «Тень орла, попавший в грозовой поток». Ну, нам эти корифеи сидят, ну-ка покажи. Вот я думаю. Орла-то нет. А они говорят, а где орел? У меня этот град идет, и я тень показал. А я говорю, орел улетел, там тень орла. Долго с меня... Ну, тень орла, название, вот, да, она более абстрагирована, но и более, вот это приграничное состояние есть, как вот это, вот проснулся или не проснулся. Вроде спишь, вроде не спишь. Вот это состояние, я вот этот момент уловил, и вот это первое. Тогда я не знал, что существует сюрреализм. И он говорит, дорогой Абу, ты не обижайся, Дали свою лепту внес, и Ван Дейк тоже, и Рембрандт тоже. Ну, ты не сможешь так подняться. А что надо сделать? Вот через этнокультуру, через этноэлемент. Что у вас? Ты же чеченец. Ну, да, тогда надо что развивать? То есть свою национальную идею нести. Вот их всех убьют. Вот это напряжение. Я сделал около 300 работ. 300, формат А2, А1. Не надо было так разойтись. Но они
всегда он очень педантично, придирчиво относился. Но месяц, вот последний месяц мне было тяжело, и вот эту работу я сделал. Вот серое, черное с красным – это смерть, насилие. Это войска Тимура. Вот наши светлое. Через ультрамарин, такое голубое, красное-белое. Красное в сочетании с белым у меня жизнь, жажда жизни, созидание. Но добавить, если желтое, это триумф, там есть желтое, там есть эта башня, она не рухнет, она, вот эти капли, это люди, их сердца, их судьбы. И вот я постарался вот в таком, и красное вот зарево, вот. Быть или не быть. Это как провокатор сознания. Но зеркало это подсознание. И вот между небом и землей, вот эта трансформация, вот это мгновение, вот этот миг я постарался зафиксировать. Вот этот образ. Ну у меня все. Мы приходим к выводу, что события, самые первые, самые древние события, которые описываются в теме, изложенной в Жахотном Тирте. Да, то есть там описывается процедура, когда Мехтел включает в свой состав нового старшину-председателя. Этот старшина-председателя свой родовой знак, то есть нюйвер, вручает, как тотем вручает старейшине Мехтела. Его старший сын остается в качестве инструктора, его младший сын остается в качестве участника боевых действий, то есть войсковых образований. То есть у него 5 сыновей и 3 сыновей вот в этот момент объявляются как бы теми, кому будет делегировано право и обязательство покинуть Навшкорта. Садыкова Фатима. Тогда есть когда доклад о шкешем был. Мы ничего не нервы хошелком. Дал сигнал, дал бедный, Исмаилова Хадиж. Из Тайвань осталось? Хайот Багетсо. Дал бедный, дал Дадакаева элита возле добавили Эльмисту Шушин Судом, говорит я так. Рамзан. Мухаммад Рамзан. Да, Берти возле Дадаева Сабина. Все, это Харадиона, главному организатору, координатору, модератору нашего научного форума Юсуп Хаджиевой Татьяне Васильевне. Все. Да, добавить Для вашей будущей дипломной работы. Çok интересно, да? Надолго. нахуй ушки такого, хайхан бешкала, сасам бинек чакбах бешкала, так кейчар хинс, халут ами шаш халак чкигина даёшкала, шей пурбадош, дахлиши, пурбадош, нейни дегера иш без хум док диепал эдилош мохлар бuluş moh dağlı, aman masbaşın dağlı, tam buluş işte. Modern tekniği işte sasıl ağonşı dahar yakan korku dahar kumduk okudinek. Yapasına ka oyuna tamam payt yeser kıla harılı. Hazadi payt yeser kıla mayreli payt yeser kıla bakın payt daha yeser kıla. İşte kulaş masu İşte o xilli o kıra o da kuluş falan xilli bakmış dayol keşuş metya. İzmeti iş siyasu sen diğerun şey
بقوا في الوقت الكرة أسبق من ساقي ومنش لا يعلقوا هنت شوي إتى بيعزل هم عيل اللي شيء إتى بسرت اللي شيء يحلون دقة شدوا هنت هتعرف كله العيال شو جاها يبقى شاديت نش يومش ويتعلوا العيال ما تدري أتصم أنت حاج أو بق ومو على سبنا أبوس بنا ريز في قاعد يحيى بيرتي وشيء لا الموضوع إشتيو وشان إشتوي كدول وشاور هم يازل جمع ستر الله يازل حوستيز وشيء الحجوم شيء هم وشروي كذي شيء واحد شيء شو بيدي حدد إيوه وشان. ريز الله هنا إسرائيل شناه تل خدوجني ديك مش عنك مش كنت عنك استوى من وقت الشغل شيء يشغل شيء نعم وين خير في زي كذا تقدر تشوف ده استعمل حقوق المال بولش جوجلوش بول ستودنت ألوان شيء كويس كذا لو بولش شيء استعمل الوقت ده هو بر وقد يجي ديش لشون هذا تقدر يوصل ناقص ده ناقص ده في شيء